Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В рамках изменений в Конституции России в стране создается новая система публичной власти. Сейчас регионы вносят свои предложения в федеральный закон о местном самоуправлении, принятый Госдумой в начале января этого года. О чем этот закон? С нами на связи Василий Сапсай, заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Республики. Василий Васильевич, здравствуйте! Добрый день. В целом, что подразумевает под собой система публичной власти? Система публичной власти, дословно переводится как «народная власть». И принципы этой публичной народной власти изложены в нашем основном законе, в Конституции Российской Федерации. В 3 статье отмечается, что единственным источником суверенитета и власти народа в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И здесь же в продолжении говорится о том, что народ осуществляет свою власть либо непосредственно, участвуя в выборах, референдумах, либо через органы государственной власти федерального уровня, через органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также через органы местного самоуправления. Вот в этой системе публичной власти местное самоуправление действительно занимает особое место и имеет особую значимость. И поэтому федеральный закон содержит механизмы для эффективной деятельности местного самоуправления. Сегодня местное самоуправление имеет 2 уровня – районный и наследный поселковый. Согласно закону об МСУ, создается одноуровневая система этой ветви власти. Для чего меняется прежний уклад? Действующая на сегодняшний день система местного самоуправления, осуществляемая в рамках 131 федерального закона вот уже на протяжении 19 лет, продемонстрировала отдельные нормативные упущения, которые не позволяют добиваться повышения эффективности местного самоуправления. В новом законопроекте эти упущения урегулированы. Но в первую очередь, что это за сложности, с которыми за 19 лет так и не смогли справиться? Во-первых, это дублирование полномочий, которые разнесены между поселениями и муниципальными районами. И когда нет ясности в ответственности за осуществление этих вопросов местного значения, естественно, результативности не будет. И дублирование приводит к тому, что происходит постоянное перераспределение. То ли поселения исполняют эту функцию, то ли муниципальный район. И самое плохое в этой ситуации то, что гражданам, избирателям необходимо обратиться то в администрацию поселения, несмотря на то, что это поселенческие полномочия, но отсутствуют финансовые средства, и граждан отправляют в администрацию района. Там, конечно, при всем уважении к избирателю разводят руками и опять отправляют в администрацию поселения, потому что это поселенческие полномочия. Новый проект закона устраняет эти неурядицы и, что очень важно, закон предусматривает конкретный перечень полномочий теперь уже для единственного муниципального образования. Это либо городской округ, либо муниципальный округ. И, конечно же, норма в законе, в действующем, о том, что органы местного самоуправления поселений абсолютно никак не подконтрольны органам местного самоуправления муниципальных районов, не способствует тесному сотрудничеству и взаимодействию. К сожалению, в отдельных территориях эта норма привела к откровенному противостоянию между органами местного самоуправления поселений и муниципального района. А какие изменения несет за собой закон об МСО относительно глав муниципальных образований? И сохранятся ли прямые выборы глав? Традиционно у нас в республике все органы местного самоуправления, имея в виду главы и поселений, и районов, с момента перехода к организованного перехода к местному самоуправлению, главы муниципальных образований замещают эту должность исключительно на муниципальных выборах.
При том, что у нас и в действующем республиканском законе сделано исключение для сельских поселений, где можно избрать главу из числа депутатов, этой возможностью никто не пользуется. То есть у нас в республике традиционно главы муниципальных образований избираются только на муниципальных выборах. Приверженность этому принципу подтвердил Айсен Сергеевич в своем ежегодном послании и, участвуя в пленарном заседании Государственного собрания Илтумен, Айсен Сергеевич подтвердил, что он остается сторонником прямых муниципальных выборов. И я думаю, что мы эту традицию сохраним в нашем республиканском законе о местном самоуправлении. А изменится ли как-то ответственность глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед высшим должностным лицом региона? Ну, вы очень правильно заметили, что законопроект усиливает ответственность руководителей муниципальных образований, в том числе перед руководителем субъекта Российской Федерации. Эта ответственность очень конкретная, позволит все-таки добиваться повышения качества жизни, повышения эффективности деятельности местного самоуправления. Ну, скажем, уже с десяток лет действует указ президента Российской Федерации по определению эффективности деятельности муниципальных районов и городских округов. Ежегодно главы районов и округов представляют свой доклад главе республики, но, скажем так, ответственность никакая не предусмотрена за динамику или отсутствие динамики в этих показателях. В законопроекте предусмотрено, что единственным показателем оценки эффективности деятельности местного самоуправления будет исполнение этих показателей. И при этом предусмотрено, что глава субъекта Российской Федерации имеет право объявить замечание, либо объявить даже выговор главе муниципального образования за неисполнение показателей, которые будут обязательными для муниципального образования. Кроме того, при систематическом недостижении установленных показателей предусмотрена такая самая жесткая мера ответственности, как отрешение от должности главы муниципального образования. Все это должно способствовать повышению эффективности деятельности местного самоуправления. А как будет формироваться представительный орган муниципального образования? В 131-м действующем федеральном законе там предусмотрены различные механизмы формирования представительного органа. В законопроекте предусмотрен единственный способ формирования представительных органов округов – это муниципальные выборы. Но, естественно, есть различные избирательные системы. Какую именно применить в своем муниципальном образовании, будут определять депутаты представительного органа муниципального образования, будут предусматривать именно такую избирательную систему в своем уставе. Согласно закону, укрепляется и статус главы местной администрации. Глава сможет замещать муниципальную должность или нет? Значит, в законопроекте в части статуса есть серьезные новеллы. Предусмотрено, что глава муниципального образования, глава администрации муниципального образования одновременно совмещает государственную должность. Ну, для сведения, государственная должность – это министр у нас, зампред правительства, председатель правительства, депутаты Государственного собрания. То есть статус высшего должностного лица муниципального образования очень и очень укрепляется. Это опять-таки сделано для того, чтобы органы местного самоуправления активно взаимодействовали с органами государственной власти для достижения целей развития территорий. Сейчас в регионах продолжается обсуждение законопроекта о местном самоуправлении. Какие предложения вносит Совет муниципальных образований региона? Совет муниципальных образований республики объединяет все 445 муниципальных образований. У нас есть избираемый из 50 человек руководящий орган – это правление. В его состав входят и главы поселений, председатели районных советов, главы муниципальных районов входят. И мы проводили заседание правления, где одним из ключевых вопросов было обсуждение законопроекта. Совет видит свою задачу в том, чтобы задачи, которые стоят перед
сегодня перед органами местного самоуправления были в том числе отражены в нашем республиканском законодательстве о местном самоуправлении. Очень важным, и все были единодушны в том, чтобы в нашем республиканском законе предусмотреть не 3 способа избрания главы, как это предусмотрено в федеральном законопроекте, а предусмотреть единственный способ избрания главы муниципального округа исключительно на муниципальных выборах. Ну, кроме того, много вопросов возникает по процедуре назначения главой округа руководителей территориальных органов. То есть федеральным проектом предусмотрено, что в поселениях будут созданы территориальные органы как подразделения окружных администраций. И предусмотрено, что статус этого руководителя будет как лицо, замещающее муниципальную должность, то есть наравне с сегодняшними главами поселений. И очень важно, чтобы это назначение на эту должность все-таки было с участием депутатов, скажем, окружного совета. И Совет муниципальных образований на этот счет конкретно подготовил предложения, которые будут направлены в Государственное собрание с тем, чтобы в нашем республиканском законе обязательно была предусмотрена такая процедура назначения руководителя территориального органа, и чтобы она учитывала, скажем так, мнение представительного органа, а может быть и мнение самих жителей территории, где будет осуществлять свою деятельность территориальный орган администрации округа. Какие полномочия в сегодняшнем законе есть у органов местного самоуправления? И есть ли какие-то вопросы, может быть, к этому закону? В отличие от 131 закона, в новом законопроекте применяется такое понятие, как полномочия органов местного самоуправления. То есть полномочие – это и обязанность, и ответственность за осуществление этих действий. И все полномочия сведены в одну статью. Это 32-я статья. В первой части этой статьи перечисляются 27 полномочий, которые, по сути, являются неотъемлемыми, не подлежат никакому изъятию и передаче кому бы то ни было. То есть это коренные полномочия. Это принятие устава, это утверждение бюджета, утверждение отчета о бюджете, значит, установление налогов, сборов и так далее. Они, как правило, имеют такой обеспечивающий характер. В части 2 этой же статьи перечислены 28 полномочий, которые по своей природе, скажем так, относятся к обеспечению жизнедеятельности. Ну, такие вопросы, как обеспечение тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения, водоотведения. На сегодняшний день эти полномочия осуществляют органы местного самоуправления. В законопроекте 28 полномочий выделены в отдельную группу и являются полномочиями органов госвласти субъекта. Я думаю, что с учетом особенностей и возможностей каждого из муниципальных округов, а возможности у наших округов будут разные. У кого-то бездотационный бюджет, у кого-то, скажем так, финансовые средства очень ограничены. Можно будет эти полномочия все-таки оставлять в ведении органов государственной власти. Ну, к примеру, такое полномочие, как дорожная деятельность. Это довольно затратная деятельность. К примеру, отдельные полномочия все-таки оставить в ведении органов государственной власти республики. Но эти вопросы требуют детального изучения и, конечно же, возможностей каждого муниципального образования. Василий Васильевич, спасибо вам большое за то, что подключились и ответили на наши вопросы.